Расскажите, пожалуйста, про работу нового отделения. Вы открылись 2 недели назад и уже большое количество операций сделали. Добрый день. Да, действительно, наше отделение открылось 23 июня, и на сегодняшний день у нас было госпитализировано в стационар 34 пациента, 10 из которых была выполнена операция по стентированию коронарных артерий. А чем отличается ваша операция от обычных операций, о которых население знает, как через большой разрез, под наркозом? Чем ваша операция отличается? Наша операция отличается тем, что мы делаем его под местным обезболиванием. Это безболезненная процедура. Пациент находится в сознании, и путем прокола через бедренную артерию, лучевую артерию проводим диагностический катетер. Сначала выполняется диагностическое исследование, выявляем участок, который имеет сужение просвета той или иной артерии, потом при необходимости устанавливаем стенд. Например, вот у вас висят снимки. Покажите, пожалуйста, как, где, например, на каком участке здесь патология имеется? На данных снимках у нас показана патология сонных артерий. Мы видим сужение внутренней сонной артерии. Сужение. А где? Покажите, пожалуйста, еще. Вот, да? Ага. И в этом случае что можно сделать? В этом случае есть два подхода. Есть открытая операция, оперативное вмешательство, это каротидная эндотоктомия. И второй способ — это наш минимально инвазивный, посредством, как я уже сказал, доступа через бедренную артерию устанавливается катетер в область сонной артерии, и потом заводится стенд, так называемый металлический каркас, который раздувается под большим давлением и тем самым выравнивает сужение. А этот стенд полый? Стенд сам по себе, стенд сам по себе располагается на баллоне в сжатом состоянии. То есть вы потом удаляете его? Мы его не удаляем, под большим давлением мы его раздуваем, и этот стенд остается навечно. То есть он полый сообщается? Да, он как сетчатый каркас. Каркас. Титановый, да? Сплавы разные, кобальт, пробовые. То есть они сохраняют форму? Они, да, сохраняют форму, удерживают форму, необходимую по диаметру сосуда. И сужение устраняется? Устраняется сужение тем самым. А стенд остается пожизненно, да? Стенд остается пожизненно. Он в течение от полугода до 1,5 лет полностью эпитализируется и остается в сосуде. Безвреден. Безвреден. Хорошо. Что бы вы хотели порекомендовать пациентам будущим своим? Призываю пациентов обращаться в нашу службу, пройти диагностическое обследование вначале и по результатам диагностического лечения есть доступ к получению высокотехнологической медицинской помощи в наших условиях. А высокотехнологичные, малоинвазивные новые методики у вас в медцентре, они бесплатные, да? Да, полностью бесплатные, да. По федеральной квоте у нас устанавливаются. То есть эти стенды дорогостоящих материалов, они все бесплатно все делаются? Да. Спасибо большое. Итогун, Акын Солгунетре. Федоров Макар Сафронович, врач-рентген-хирург. Макар Сафронович Федоров. Это специалист по Ланде. Меня зовут Федоров Макар Сафронович, рентген-хирург, молодой специалист. Я поступил на работу в 2014 году. После окончания мединститута СВФУ проходил первичную специализацию в знаменитом госпитале Казани. Мы проводим лечение больных с диагнозом ишемической болезни сердца, стенокардия, напряжения. Эта болезнь означает, что из-за сужения сосуда вследствие атеросклероза или какой-либо другой патологии происходит недостаток крови и кислорода в желудочках сердца, что приводит к инфаркту миокарда, инвалидизации и даже смерти. То есть мы вводим проводник через маленькое отверстие и под контролем контрастного вещества ультравис проводим по проводнику к суженному участку артерии баллон. Вот стеноз. Здесь видно хорошо.
это стеноз значимый, который приводит к болевому синдрому, боли в сердце, одышке и в будущем инфаркт миокарда. Это левая желудочковая артерия, передняя нисходящая артерия со значимым стенозом, критическим стенозом, который суживает просвет артерии более 80%. Вот мы провели стенд на проводнике, у которого внутри имеется баллон, то есть после раздутия стенд расширяется, расширяясь участок стеноза, и затвердевает. В результате расширение артерии и ликвидация стеноза, улучшение кровоснабжения мышцы сердца, предотвращение инфаркта миокарда. В режиме скопии проводится, чтобы уменьшить облучение, мы одеваем на пациента свинцовые защитные жилеты, очки, то есть облучение не превышает норму. Я люблю свою профессию, потому что это мой выбор с детства. Наша работа достаточно сложная, можно сказать ювелирная, потому что мы проводим 1,5-метровый проводник через бедренную артерию, и пройдя до сердца 1,5 метра до суженного участка, мы должны попасть в диаметр сосуда суженного, то есть который 3 мм толщиной всего лишь. Должны попасть в 3 мм. Ювелирная работа, сложная. Несмотря на сложность профессии, я обожаю ее. Потому что это моя мечта с детства — стать врачом и спасать больных. Меня вдохновляет благодарная улыбка спасенных больных. Я желаю молодым специалистам учиться хорошо, не пропускать занятия, сдавать вовремя экзамены хорошо, качественно. И задолго до окончания вуза определиться со специальностью. У нас в отделении 8 хирургов, из которых 4 это молодые специалисты.